Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что случится в ближайшие часы, в ближайшие дни, что ждет, что будет по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же вас ждет и что с вами будет в ближайшие дни, в ближайшие часы? Очень красиво показали чашу, которая клонится на вашу сторону, Луна. Случится то, на что вы загадывали, чего у судьбы просили, у высших сил просили, у Вселенной, у мироздания, кто у кого, да? То, что вы просили, то, что вы желали по чаше, это будет вам дано. Особенно это касается любви и здоровья, потому что чаша собой олицетворяет и любовь, и здоровье. Ну и также другие желания. Вы все разные, у каждого желания свои. Но вот что касается здоровья и любви, это прям первоочередное. Вы, кстати, этому очень сильно удивитесь. Да, вы этого хотите, да, вы это просите, но удивитесь, что исполнится, либо исполнится так быстро. Очень хороший и сильный знак. Так, внизу, в самом корне, человек обретает крылья после какого-то серьезного разговора. Крылья, состояние окрыленности. Кто-то что-то вам такое скажет, да, либо с кем-то вы поговорите и почувствуете, что за спиной растут у вас крылья. Очень хороший и сильный знак. Видите огромную пчелу с вашей стороны. Это к работе. Это к успехам на работе. Это к возможности работать и зарабатывать. Пчела очень большая, и она летит по направлению к центру. Практически она у центра. Крылья у нее такие большие. Сама она очень четко прорисовалась. Хороший знак для тех, кто ищет работу, для тех, кто переживает за свою работу. Работа будет. Ну, вот как ни крути, работа точно будет. Если у вас нет сейчас клиентов, придут, все хорошо, вы будете работать. Если вы, например, куда-то подавали свое резюме, либо кто-то вам обещал помощь, например, в трудоустройстве, все будет и будет замечательно. С левой стороны, конечно, не очень картинка, но тем не менее, что идет, то и скажу. Здесь какой-то человек вас, наоборот, как немножко расстроит, либо выведет из себя. И, возможно, даже какая-то ссора произойдет у вас. Но молчать нельзя. Молчать нельзя терпеть, нельзя обиду внутри себя хранить. Вижу, что человек вас, как случайно, может быть, заденет, а вы прям вспыхнете, все этому человеку выложите. Да, возможно, этот человек и раньше много вам неприятностей доставлял, но вы молчали, вы держались и молчали. А здесь вы прям вспыхнете, все выскажете. Человек, кстати, будет очень напуган и будет пытаться как-то сгладить, загладить. Такой ошарашенный, да, типа, зачем ты нервничаешь, давай не будем, да, успокойся, я все понял, либо я поняла. Такая реакция пойдет. А вы такая, знаете, вас очень сложно будет остановить, прям пока все не скажете, не успокоитесь. Но есть какая-то польза во всей этой ситуации. Может быть, действительно нужно было озвучить свои претензии этому человеку, либо свои обиды высказать. Но несмотря на то, что это ссора, все закончится хорошо. И я вижу, что для вас вот какой-то положительный момент идет. Для вас. То есть, если бы вы не высказали, если бы вы дальше продолжали молчать, терпеть, то ситуация могла бы усугубиться. А так вы все высказали, человек все поймет,
да, сделают правильные выводы, и, возможно, больше такого там негативного не будет повторяться. Так, уточка. Уточка плывет сверху вниз. Сверху вниз. Расходы. Это расходы, либо недополученные деньги. Задержка, может быть, с получением денег. Может быть, вы рассчитывали на большую сумму, а будете получать чуть меньшую сумму. Ну, так в жизни иногда бывает. Да, мы ведь никто ни от чего не застрахован. Утка небольшая, но здесь нужно разбираться, почему так произошло. Какая-то есть причина. Причина тому, что эта утка поплыла вниз вместо того, чтобы плыть вверх, либо просто, да, балансировать. Она у вас поплыла вниз. Что-то вы не досмотрели, либо где-то не додавили. С левой стороны золотая рыбка. Кто-то вашу золотую рыбку держит, не выпускает. Какой-то человек. Очень похоже на зависть и очень похоже на какую-то конкуренцию. Из-за этой конкуренции, нечестной конкуренции, либо из-за зависти вы что-то свое получить не можете. Вы бы давно это все получили, не будь этого человека рядом, не будь этого потока зависти, либо не будь вот этой конкуренции такой нечестной. Пока держит вашу рыбку. Ну, по крайней мере, выяснилось, почему, да, рыбка не приплывает. Так, дальше слева. Мужчина пытается взобраться на коня, а конь буйный. Не так-то просто, да, взобраться на коня. Может быть, какие-то задержки у мужчин с какой-то поездкой, либо с каким-то возвращением. И также могут быть сложные моменты, вот связанные с работой, с бизнесом. Да. Ну вот придется ему напрячься. Придется все силы бросить именно на саму ситуацию. Если вы с этим мужчиной в паре, в браке, то готовьтесь к тому, что он будет очень подолгу задерживаться на работе, либо задержится, например, в поездке, в командировке. Вот. Ну что, тоже бывает, да? Опять же, никто ничего не застрахован. Конь очень буйный, неспокойный конь, очень сложно на него забраться, но возможно. Этот мужчина справится. Он справится, он настойчивый, он справится. Жаловаться вам может на жизнь свою несчастную и тяжелую, но все равно справится. Ну куда он денется? Все через это проходят, и он пройдет. Так что все замечательно. С правой стороны какая-то ситуация, которая решается через связи. Если у вас есть проблема, которая вам не поддается, ищите знакомых, ищите связи, ищите каналы. Все можно решить, но через кого-то. Кто-то должен помочь, либо кто-то должен дать мудрый совет, кто-то должен дать подсказку, кто-то должен, я не знаю, может быть, рядышком постоять. Да? Вот есть момент проблемы и есть момент решения. Но решение приходит через кого-то, либо благодаря кому-то. Еще с правой стороны у вас очень увлекательная дорога, поездка, посещение какого-то места. То есть вы ничего особенного не ждете, но по факту вам очень-очень понравится. И это как-то прям положительно повлияет и на вас, и на ваше состояние, и на ваше здоровье. По крайней мере, спать вы будете как ребенок после этой поездки. Кстати, у кого-то очень удачная поездка, например, по магазинчикам. Да? Может быть, там скупитесь хорошо, приобретете то, о чем давно мечтали, чего вам не хватало. Да? Вот как желание свое исполните. Так, ближе к центру птица летит, но птица хищная. Это какие-то официальные бумаги, официальные извещения, оповещения. Птица, кто-то вам эту птицу отправляет. Почему-то вас эта птица сначала растревожит, а потом вы поймете, что ничего тут особого и нет, все нормально, ничего такого плохого нет. И еще по таким птицам очень часто посылки приходят. Посылки, да? Вам кто-то что-то отправил посылочкой, вы получаете. А может быть, вы сами что-то в интернете заказали, и вот прилетит. Тогда прилетит раньше времени. Раньше, чем вам, например, озвучили. Так, слева. Кто-то пытается учить вас. Да? Человек говорит, я мудрый, слушай меня. Но по факту кажется, что человек глупец. Глупец. Зря потраченное время.
Если вы еще и платите за такую консультацию, ну это прям вырванные годы. Будет обидненько, да, обидненько, что вы про этого человека ничего не узнали, никакие справки не навели, либо кому-то доверились, да, вот так наобум пошли. Да, человек только лишь себя выдает за мудреца, но мудрецом по факту не является. Еще могут отыграться посещения всяких там врачей-специалистов, которые там дипломами обклеились, а по факту ноль, да, нулевые знания. Либо там общие фразы ни о чем. Если какой-то вопрос задашь, там на тебя смотрят чуть ли не волком. Как ты посмела что-то у меня спросить? Ну, в общем, не понравится. Прям совсем будете разочарованы. Но в следующий раз опирайтесь на отзывы живых людей. Вот. И поймите, чем лучше специалист, тем сложнее к нему попасть. Вот. Даже за большие деньги. И это касается всего. Юриспруденции, медицины, той же эзотерики. Ну, как-то так оно работает. Так, еще 2 человечка. Что-то они там вместе делают. Что-то обсуждают, о чем-то договаривают. Но не о плохом, а о хорошем. Сговор за вашей спиной, но не о плохом, а о хорошем. Может быть, сюрприз вам готовят. Может быть, какой-то подарочек хотят купить. Может быть, помочь вам чем-то хотят, да, тем самым вас порадовать. Будете наблюдать странное поведение, будет вас это немножко напрягать, раздражать. Но еще раз говорю, плохого там нет, там хорошее. Уши, которые сворачиваются в трубочку. Что-то вы такое услышите, что вас неприятно поразит, даже такое отторжение пойдет. От кого-то услышите, либо через, может быть, масс-медиа, да, какая-то информация, скажете фу-фу-фу. Еще так под впечатлением очень долго будете ходить, да, от услышанного. Не могу сказать, чего касается, но прям будете возмущены, очень сильно будете возмущаться. Так, еще вижу мужчину, который будет стараться вам понравиться, либо быть для вас хорошим, да, вот обрати внимание, я хороший, я могу быть услужливым, я могу быть добрым, ответственным, ласковым. Если ваш мужчина, скорее всего, после ссоры так себя будет вести, либо мужчина, может быть, напрягается из-за вашего поведения. Если это какой-то чужой, посторонний мужчина, ну тут 100% желает вам понравиться, желает перед вами там выйти в самом лучшем свете. Ну, как-то развлекаться вы будете. Когда будете наблюдать мужчину, будете развлекаться. Даже какие-то капризы себе позволите. Ну, не потому, что вы капризны, а потому, что это интересно. Да, интересно. А если ваш мужчина, ну так вы его, наверное, еще и помучить успеете, да, чтобы знал, что нельзя с вами ругаться, да, нельзя вас обижать. Так, еще вижу кольцо. Кольцо. Знаете, как в цирке вот животные прыгают через такие кольца, да и люди тоже прыгают, эти акробаты. Вот и вам придется через такое кольцо прыгнуть. Ну, рискнуть, скорее всего, придется. Рискнуть. Хотя, в принципе, здесь уже все как понятно, чисто видно. Вы делаете этот прыжок, причем головой вперед прыгаете, для того, чтобы чего-то добиться. Как бы нет других вариантов, нет других путей. Именно через прыжок вы добиваетесь. Долго будете колебаться, нервничать будете, переживать будете, а потом просто возьмите и прыгните. Причем очень удачно оттуда прыгните. Да, почувствуете себя артистом, либо артисткой цирка. Да. У вас, кстати, очень здорово получится. Так, чуть выше предупреждают о каких-то климатических изменениях. Погода может резко меняться. И если вы метеозависимый человек, вы все это будете на себе ощущать. И также из-за климатических условий могут, например, тоже планы ваши немножечко страдать. От чего-то придется отказываться, что-то переносить, да, как-то вот сдвигать, график будет сдвигаться. Ну, у природы нет плохой погоды, как пелась старая песня. Ну, что поделаешь, на погоду мы никак повлиять не можем. Так, и с левой стороны. С левой стороны кто-то о вас вспоминает.
И этот человек это делает очень активно. Он постоянно думает о вас, этот человек. Человек может вам сниться, либо у вас могут рождаться в голове какие-то навязчивые идеи по поводу этого человека. То есть вы постоянно ловите себя на мысли, что вы думаете об этом человеке. Либо, опять же, приснился этот человек. То не снился, не снился, то приснился. Человек думает много о вас, и, возможно, этот человек вас пытается разыскать, либо как-то выйти с вами на связь, на мысли, эмпатия. Вы просто очень сильный эмпат, и вы такие вещи чувствуете. Да, если кто-то начинает о вас думать, вы этого человека тоже вспоминаете, и тем более вот многие во снах видят. Да, ничему не удивляйтесь. Тут даже, знаете, как может отыграться. Например, человек вам сегодня приснился ночью, а там, в течение 2 дней, да, звоночек будет, либо человек сам объявится. Вот, кстати, вам такая подсказочка. Кто приснится, тот скоро и объявится. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.